Здравствуйте, в эфире программы «7 дней», студия Ильшат Аминов. Я приветствую всех телезрителей канала «Новый век». Смотрите сегодня в нашей программе. Они меня понимают, они уже говорят, они общаются, у них нет такого языкового барьера. Уроки татарского. Продолжение горячей темы. Мы не будем вспоминать 85-й год, когда был Тяп-Ляп. МВД Татарстана выходит на тропу войны с последователями казанских группировок. Я считаю, что Муслюмова совершенно не случайно получила звание самого благоустроенного сельского населенного пункта России. Среда обитания городов и сел республики. Та, которую мы хотим видеть. Языковая ситуация в Татарстане по-прежнему находится в подвешенном состоянии. Уже очень хочется какой-то ясности. Как больному окончательный диагноз приносит одновременно и новую боль, и в то же время облегчение. По крайней мере, понимаешь, как лечиться. А все то, что нас не убивает, делает только сильнее. Я уже неоднократно говорил, что проблема изучения государственных языков в национальных республиках – это не просто проблема образования. Это вопрос сохранения России как федеративного, многоконфессионального и многонационального государства. Наш коллега, известный журналист, публицист, общественный деятель, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, а также член Общественной палаты Российской Федерации Максим Шевченко раскрыл эту тему более глубоко. Я бы даже сказал, фундаментально. Он считает, что изучение национальных языков – это ни много ни мало вопрос о цивилизационном выборе России. Ухода либо в сторону унитаризма и западной модели, либо в сторону федерализма и развития как уникальной державы, сильной и процветающей за счет своих сильных регионов. Мы получили согласие у Максима Леонардовича показать в нашей программе его точку зрения на острую для всей России тему. Это Максим Шевченко. Здравствуйте. Поговорим сегодня о национальных языках, их запрете, их изучения, как это интерпретируется многими. И главное, о проблеме с Татарстаном, где прокуратура проверяет школы республики, уже закончила эту проверку практически, на предмет уменьшения преподавания русского языка в интересах татарского. Я заявляю только свою позицию, и моя позиция тут принципиальна. Я считаю, что это конфликт не за русский язык и не против русского языка, а это конфликт за две версии страны. Первая версия страны, что Россия является Европой, так называемой. Но, как мы знаем, единственным европейцем в нашей стране является государство. Поэтому, когда вы слышите где-то, что Россия – это Европа, то имейте в виду, что это только интересы чиновников и государства, которое имеет в Европе свое имущество, свои деньги, их бизнес-сделки ориентированы на Европу и так далее. Потому что, конечно же, при трезвом уме и ясном взгляде очевидно, что Россия никакая не Европа. Более того, Европа всегда относилась к России как к источнику дохода и как к объекту экспансии. А Российская империя, государство или ельцинское государство, постсоветское, это были государства, которые классики называли смотрящими от Запада за Евразией. То есть Российской империи, кажется, согласно Марксу, если мне память не изменяет, было позволено стоять на коленях перед более сильными хищниками, Англии, Франции, там, не знаю, Германии, и грабить более слабые народы. Это вот суть того, что Россия – это часть Европы. Вторая часть, это вторая версия, что Россия произошла в ходе сложной истории, которая включала в себя также сильный евразийский компонент, который мы знаем как Золотая Орда. Что московские князья получали княжение от Золотой Орды. Золотая Орда была государством, где при правившей монгольской династии чингизидов народам было дано огромное количество разных языков, религий и так далее, и так далее, и так далее. Золотая Орда была на самом деле государством религиозной свободы, терпимости и, как говорится, подчиняйся Конституции, фактически основному закону, еси Чингисхана, и все будет хорошо. Поэтому в рамках первой концепции России и Европы никакие национальные языки вообще не нужны, как политический фактор. Нужна Российская Федерация как глобальная корпорация, которая управляется Роснефтью, Газпромом, Ростехом, там, не знаю, еще какими-то корпоративными структурами, которые граждан, лишенных гражданских прав, а национально является частью гражданских прав, выстраивает как
членов такой южнокорейской корпорации какой-то типа Samsung или LG, а результаты их труда, точнее эксплуатацию их труда, потом правящие элиты, которые входят в руководство государства корпорации, продают на Запад, там, в Китай, на Восток и так далее. Таким образом, мы все, народ, пользуемся объедками с их барского стола, а они разруливают корпоративное государство, в котором есть один язык, русский, одна политическая система, потому что я тоже думаю, что будет кризис лицемерия в России дошел до предела, согласно статье Суркова, и скоро будут отброшены все эти демократические и лицемерные слова, которые просто потребляют бюджеты, но все равно все решения проводятся не в Государственной Думе, они просто принимаются Государственной Думой, а понятно, наверху, а потом спускаются в Государственной Думе. И позволила бы себе Государственная Дума не согласиться хоть с чем-то, что и спускается со Старой площади. Такого случая мы просто не припомним даже. Может, кто-то мне подскажет, что я был неправ. Так зачем это лицемерие? Давайте просто напрямую перейдем к государственной корпорации. Все национальные республики будут переименованы в губернии или в какие-то экономические сектора по принципу управления, там на основе округов, например. И таким образом Россия примет тот облик, который ей предписан современным разделением труда. Облик некого глобальной корпорации, которая добывает энергоресурсы, перерабатывает немножко металл и производит оружие, продавая его миру. Может быть, немножко разрешат еще производить в продовольствие и, конечно же, безусловно, электроэнергию. Да, еще мы должны быть местом для отходов. Вторая концепция ордынская. Множество языков и цветущая сложность подразумевает, что мы не часть Запада. Мы уникальная политическое образование между Китаем и Европой, которое имеет собственную историю. И историю мы наследники Аттилы, наследники Чингисхана, и народы, которые входили и в армию Аттилы, и в армию Чингисхана, и в армию Ивана Грозного, если на то пошло, которая была интернациональна. Это народы разные, со своими языками, со своими религиями, со своими исконными территориями. И поэтому федерализм является продолжением евразийской концепции России. Наследие ордынцев, наследие Чингисхана. Поэтому и изучение языков является антиевропейской, антизападной концепцией Российской Федерации, а не просто корпорации «Россия», которая нам была описана все время в такой крайне правой консервативной книге «Проект Россия». Так вот, Российская Федерация и мальчик, допустим, или девочка, учащаяся в Татарстане, в Российской Федерации, предположим, изучает татарский язык, перейдем на простой человеческий формат. Ну скажите мне, ну хоть один русский, изучая татарский язык, перестал быть русским? Национальность – это то, как мы сами себя чувствуем. Ни кровь ничего не определяет. Кровь определяет признаки, которые нам передаются от родителей и наших предков. Но если бы знаете, если бы кровь определяла национальность, тогда Пушкин был бы эфиопом или арабом, а он считал себя русским, потому что это было его ощущением. Этот маленький, чернявый, кучерявый, там человек небольшого рода, с длинным носом и отвисшими губами, он был русским абсолютно, он себя не мыслил просто другим человеком. Поэтому, итак, как мы себя ощущаем, такими мы и будем. Вопрос, надо ли изучать в школах Татарстана татарский язык? Ну, слушайте, а химию надо, а биологию надо, а кому из вас в жизни это понадобилось? А кому из вас в жизни понадобилось обществоведение? Тем, кто этим занимается, правильно. Я считаю, что ребенка надо нагружать всем тем, что развивает его мозги и помогает ему в жизни. Помогает ли русскому мальчику или русской девочке, живя в Татарстане, знание татарского языка? Да, безусловно, помогает. Вы по улице Тукая пройдитесь, если вам 15 лет, вечером в центре Казани. Если вы знаете татарский язык, у вас будет один гяп, условно говоря, один разговор с окружающей средой. Если вы не знаете, это будет совсем другая конфликтная ситуация. Также и в Челнах, и в Елабуге. Это конкретно. Так же, как татарин изучает русский язык не потому, что он любит Конституцию, а потому что он понимает, что это язык политики, образования, развития. Также русский изучает татарский язык, потому что это помогает ему жить в Татарстане. Вот, допустим, русского в Мордовии заставлять изучать татарский язык, это, конечно, безобразие. Но изучать, между прочим, хотя бы язык Эрзия или Мокша в Мордовии, а почему бы и нет, в конце концов? А что в этом такого? А в Коми язык Коми изучать? А это что, плохо будет, если ребенок будет еще знать, вот у него в мозгах, помимо там какой-нибудь валентности,
которую я с ужасом вспоминаю из своей школы, или какие-нибудь гетерозиготы, которые вот я не знал бы всю жизнь, жизнь моя была бы здоровее, клянусь. Я буду еще знать какой-нибудь местный язык. Зная татарский язык, мне очень жаль, что я не живу в Татарстане, я бы свободно себя чувствовал в Турции, я бы свободно себя чувствовал в Азербайджане, в Узбекистане, в Туркменистане, в Киргизии, во многих других тюркских регионах. Я бы общался с якутами и общался бы с хакасами, и общался бы даже с родиной Сергея Кужегетовича Шойгу, понимаете, Тувой, где тоже там тюркские языки. Это огромная масса людей говорит на этом языке. Поэтому это вопрос совершенно не защиты русского языка, а это вопрос двух концепций развития России. Или мы приложение к Западу, огромная корпорация, которая в интересах правящих семей, новых патрициев, работает на мировой рынок. Либо мы союз свободных народов с языками, территориями и историей. И я предпочитаю второй вариант. Федерация, борьба за татарский язык, это сегодня борьба и за русский язык, и за другие языки. Это борьба за свободу и демократию, за то, чтобы не были колонии Запада. Это существенный момент. Запомните это. Эти слова одного из самых блестящих публицистов России, честно говоря, заставили меня задуматься о многом. Я должен признать, своим отношением к татарскому языку и татарской культуре многие противники изучения второго государственного языка показали нам, в том числе, и наши собственные ошибки и недостатки. Мы сами, что греха таить, расслабились, недостаточно занимались законотворческой работой с федеральным центром, укреплением и развитием наших государственных языков, объяснением важности их совместного, подчеркну, совместного развития. Какие мы сегодня слышим аргументы от некоторых родителей? Не хотим и не будем изучать, потому что нашим детям этот язык не нужен. К сожалению, ничему нас история не учит. Мы забыли уроки СССР, великой страны, которую мы, увы, потеряли. Мы уже не помним даже уроки смутных 90-х. Мы забыли простое уравнение школы жизни. Язык плюс культура равняется взаимоуважение плюс взаимопонимание. Это те самые духовные скрепы, о которых говорит наш президент Владимир Владимирович Путин. Расшифруем уравнение. Мы изучаем русский как язык межнационального общения, как язык великой культуры, как государственный язык. Для большинства россиян он родной. Другие народы, проживающие рядом, изучают наш государственный язык в знак уважения и лучшего взаимопонимания. Да, конечно, не просто учить татарский, башкирский, чеченский, но иначе как объединить эту страну, как сделать ее сильнее, как создать новую российскую общность? Вот в чем вопрос. Мы не Америка, где приезжие силой согнали индейцев в резервации и создали на пустом пространстве новую американскую идентичность – американский народ. Россия – многонациональная страна, где веками живут коренные народы со своим языком, культурой, где есть национальные республики, по Конституции государства. Так сложилось исторически. Я лично не сомневаюсь, у русского народа великая миссия – объединение людей разных национальностей и укрепление равноправного союза народов во имя процветания нашей Родины, России. Но и власть придержащие, и простые люди должны понимать эту великую миссию. Должны понимать, что изучение государственных языков республик – это непростой вопрос, который можно решать в режиме «хочу, не хочу», «нравится, не нравится». Вспомните слова гимна России – «Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой». Вдумайтесь в ключевые слова. Братских народов союз. Это означает союз, который построен не с помощью силы и подавления, а на равноправии и взаимоуважении всех народов. Это самый лучший цемент для фундамента нашего государства, который невозможно разрушить. Неизбежно напрашивается вывод. Укрепление новой российской общности возможно только через взаимопроникновение, взаимопрорастание культур народов России, носителем которых является язык. Таким образом, изучая языки народов России, глубже понимая и принимая их самобытную культуру, мы укрепляем российское государство, делаем его будущее стабильным и привлекательным для наших детей. Сплетая национальные культуры с великой русской культурой, мы создаем новую прочную ткань, основу для новой российской идентичности, которую обозначил еще Борис Ельцин своим знаменитым обращением «Дорогие россияне». И второе.
Реалии сегодняшнего мира таковы, что человека, который знает даже в совершенстве только один родной язык, уже нельзя считать образованным. Извините, сегодня он скорее неуч. Наверное, многим из вас знакома ситуация за рубежом, когда в ходе деловой встречи к тебе подходит коллега и спрашивает: «Do you speak English?» Отвечаешь: «No». «Parle français?» «Non». «Итальяно?» «Spanish?» «Deutsche?» «Nein». И ты чувствуешь себя полным идиотом, когда обыкновенный человек готов с тобой разговаривать на 5 языках. И после 5 ответов «нет» он смотрит на меня как на неандертальца, который только что вышел из пещеры и который ему просто не интересен. Хотя на Западе вроде все просто. Знай английский и никаких проблем. Так нет же. Дети изучают по 3-4 языка, включая экзотические. И это их делает только сильнее и конкурентнее. Вывод очевиден. Изучение второго государственного языка автоматически делает наших детей сильнее, успешнее и конкурентнее. А если они будут знать 3-4 языка, смогут достойно конкурировать и на мировом рынке. Знать язык – это значит общаться, выстраивать коммуникацию. И здесь мы имеем еще одну серьезнейшую проблему. Наши языковые программы не учат детей разговаривать. Основные претензии родителей к изучению татарского языка – отсутствие нормальных методик. Конечно, есть воинствующие отказники, которые никого не хотят слышать и понимать, но их немного. Большинство родителей настроено конструктивно. Они говорят: дайте нормальные программы, разумное количество часов. Мы с удовольствием будем изучать татарский язык. Очень важную мысль озвучил недавно государственный советник Татарстана Минтимер Шарипович Шаймеев. Татарский язык должен стать привлекательным для детей и для родителей. Они должны просить руководство школы дать им возможность изучать второй государственный язык. И создать такую ситуацию нам под силу. Эльзира Юзаева продолжит. Этот жилой микрорайон находится в западной части города Буинска. Буквально 15 лет тому назад начал серьезно разрастаться. Потому было решено открыть здесь свою базовую школу. В 2016 году школа поменяла свой статус, стала гимназией. И сегодня здесь обучаются дети не только из этого поселка, но также приезжают из Буинска и из соседних деревень. Так получилось, что в этой гимназии учатся дети разных национальностей. Татары, русские, чуваши. Но здесь их никто не делит по национальному признаку. Живут большой дружной семьей. Образовательная деятельность ведется на русском языке. Но урокам по изучению второго государственного языка в Республике Татарского здесь придают особое значение. Каждый старшеклассник знает даже не 2, а то и 3, и даже 4 языка. Потому им не нужно говорить о преимуществах билингвизма. Я считаю, что каждый человек должен по-разному развиваться, и знание языков, конечно, важно. И живя в Татарстане, мы, несомненно, должны изучать татарский язык. И потому что это как государственный язык, и это, наверное, входит в наши обязанности как жителей Татарстана. У каждого человека, наверное, свое мнение, но, по-моему, он не очень сложный. Он чем-то напоминает английский язык фонетикой, так что, в принципе, он не так сложен. Но что главное нужно усвоить человеку, чтобы... И вообще не только это касается татарского языка, а в изучении иностранных языков. Это все-таки большой труд. Да, это большой труд. Нужно иметь силу воли и терпения, чтобы его учить. Ну, так как я чувашка, мне легко дается этот предмет, потому что что-то схоже, какие-то слова тоже схожи между собой. Скажи, ты, получается, знаешь 3 или 4 языка даже, да? Я даже боюсь представить, сколько языков ты знаешь. Какие языки ты знаешь? Так, русский, чувашский, татарский, и английский частично. Урок татарского языка в 1 классе. В это сложно поверить, но все эти навыки ребята приобрели всего за каких-то 3 месяца обучения. Дети уже узнали так много, что могут свободно общаться с педагогом на самые элементарные темы. Играть, петь песни и отвечать на вопросы. Они меня понимают, они уже говорят, они общаются. У них нет такого языкового барьера. Они уже свободно разговаривают, они играют. С помощью игры они учат татарский язык. Им это нравится, интересно, с помощью игры. И они уже знают животных, они различают цвета, они уже считаемые до 10.
Все это результат новой коммуникативной методики, ставшей уже знаменитой Валерией Мещеряковой по преподаванию татарского языка. Учителя начальных классов Буинска наряду с учителями из Казани и Набережных Челнов в прошлом году прошли обучение. Теперь сами являются так называемыми тьюторами, то есть людьми, готовыми полученные знания, умения и опыт передать своим коллегам. В Буинске таких пока немного. На весь Буинский район 5 человек. Но с каждым годом учителей, которые строят свои уроки на методах коммуникации, то есть разговора и общения, будет все больше и больше. Нужно еще желание педагога работать, овладевать по новой методику. И мы думаем, что действительно будем подключать учителей, которые имеют высокую категорию, высшую категорию и уже имеют какой-то опыт работы именно по инновационной работе. Педагоги уверены, что новые прогрессивные методы в изучении татарского языка нашли огромную поддержку родителей, которые судят уже по результатам и объемам знаний своих детей. Еще один очень важный момент. Как мы уже сказали, в этой школе обучаются дети разных национальностей. Но ни один родитель не написал заявление, чтобы отказаться от татарского языка. Мне бы очень хотелось, чтобы мои дети знали татарский язык на уровне общения. Мне очень хотелось бы, чтобы дети общались с своими друзьями, общались в обществе, понимали, о чем их спрашивают, хотели бы ответить тоже на татарском языке. Вот как-то это вот так. У нас такого вопроса в семье не встало. Почему? Потому что наша семья, она двуязычная. Папа у нас русский, мама, то есть я, татарка, и дети, нас как бы жизнь уже вынуждает знать нас, наших детей, знать оба языка, и татарский язык, и русский язык. Более того, что у нас есть родственники, которые говорят только на русском языке, не владеют татарским, и есть родственники, которые владеют только лишь татарским и не говорят на русском языке. Поэтому мы не отделяем ни тот, ни другой язык, не воспринимаем ни тот, ни другой как не родной. То есть оба языка в нашей семье они являются родными. Знать свой родной язык – это значит гордиться своим происхождением, гордиться своим народом. Но как же, будучи татарином, он не будет знать в то же время традиции своего народа, культуру, обычаи. Да и вообще знание культуры, наверное, способствует еще взаимопониманию между другими народами. Конечно, в учебных планах этой гимназии изменения произошли. Часов преподавания татарского языка стало меньше, как и нагрузки у учителей. Но, как нас заверил директор, никто из них не будет ни уволен, ни переучен. И даже если сбудутся самые пессимистичные прогнозы, выход все равно найдется. Каждое учебное заведение в России в свою образовательную деятельность вправе внедрять школьный компонент. То есть это та часть учебного плана, которую школа формирует самостоятельно, но с учетом пожеланий родителей. Но в отличие от факультатива, уроки за счет школьного компонента являются обязательными для изучения. Если, к примеру, в таких гимназиях, как в Буинске, все родители согласны изучать татарский язык, то его можно будет преподавать через школьный компонент. А это не менее 3-4 часов в неделю. Они хотят вообще убрать татарский. А вот, например, я вот хочу татарский. У нас вся русская группа хочет татарский. Татары все, типа, зачем? А его просто сейчас хотят убрать, а я не хочу. Я хочу учить татарский. Ну ладно, будешь учить. Не буду. Ну как не будешь? Если его уберут. Ну, а что плакать-то, Юлян? Не хочу плакать я. Ну не надо уж, не плачь. Это видео появилось в интернете на этой неделе. Видно, что девочка искренна в своих переживаниях. Хотелось бы верить, чтобы у наших детей никогда не было слез по такому поводу. И каждый из них мог получить то, что ему положено по закону. Так что не плачь, девочка, все будет хорошо. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Мы сегодня можем с уверенностью говорить, что Татарстан по многим вопросам один из передовых регионов нашей страны, доказывает известную формулу: сильные регионы, сильная Россия. Посмотрите, ведь многие инструменты социальной и экономической политики, которые внедрила республика на протяжении десятилетий, показывают свою эффективность. Та же программа ликвидации ветхого жилья и пришедшие ей на смену программы социальной ипотеки. Чем вам не инструмент решения многих острых жилищных проблем на федеральном уровне и поддержки строительного сектора? И что важно, программа до сих пор востребована. На сегодня в реестре семей на улучшение жилищных условий в рамках программы соципотеки в Татарстане состоят 12 069 семей.
Из них в Казани 6324. С 2005 года, благодаря только программе строительства доступного жилья, в эксплуатацию введено более 100 тысяч квартир. Фактически мы построили в республике новый город, такой как Набережные Челны. Ни в одном регионе такого и близко нет. Сергей Темляков подробнее. Ляйсан и Марат встречались 2,5 года. И вот он, самый радостный и в то же время ответственный момент в их жизни. Вдвойне приятно, что и обстановка соответствующая. Предложение руки и сердца Марат сделал прямо на крыльце новой квартиры. В новом доме, сданном на этой неделе в Казани по программе социальной ипотеки. Новая семья, она должна жить в новом, у нее должна быть своя квартира, свое гнездышко. И поэтому вот этот день, он будет для нас знаменательным днем. Так сказать, 2 события в один день. И это очень классно, я скажу. Так, привет. Этот ноябрь стал счастливым для многих семей. В первой половине месяца прошла целая череда сдачи домов по всему Татарстану. В гости на новоселье в Арский район к семье Ибрагимовых заглянул президент Рустам Минниханов. Раньше, рассказывает глава семейства Айнур, жили у родителей. Теперь своя двухкомнатная квартира. Новый соципотечный дом в Арске очень кстати. В районе 7-й год фиксирует демографический бум. Последние 2 года мы реализовали программу по аварийному жилью, поэтому вот соципотеку мы чуть-чуть подзабыли. Я в связи с чем извиняюсь перед жителями нашего района, но тем не менее вот мы сейчас за эту работу взялись. Около 140 жителей сегодня в очередях стоят. Начинаем мы сейчас, значит, строительство по Бакты-Урманче. Я хочу, чтобы вы здесь жили счастливо, удачно. А это кадры из поселка Васильева, что в Зеленодольском районе. В новый дом, который строил Госжилфонд, переехали семьи из аварийных домов. Так получилось в этой семье моей, что у нас 2 инвалида. Я вот без руки, и он без ног. И нам дали, и я хочу... У меня слов нет, я очень рада, что мы в одном доме, ему на 1-м этаже, а мне на 2-м этаже. Большое спасибо. Это всего лишь несколько примеров. Вот карта. Для наглядности мы покрасили территории в красный цвет, где уже сданы и будут сданы дома только в ноябре. Помимо Казани, это еще 11 районов. Всего до конца года планируется сдать более 8 тысяч квартир. В Госжилфонде заверяют, это будет жилье достойного качества, но по более чем приемлемым ценам. Если мы говорим, плита должна быть, то должна быть плита. Если сан-фаянс, вот улучшенного качества. Если мы говорим трубы, то мы обозначили, где какие-то должны быть трубы. Если линолеум, то 3 миллиметра с пенной основы должно быть обязательно, потому что звукоизоляция и все остальное. С директором Госжилфонда при президенте Татарстана Талгатом Абдуллиным мы говорим о плюсах программы социальной ипотеки и, как следствие, росте ее популярности у населения. Качество жизни – один из важных факторов, но он не единственный. Чистовая отделка квартир – еще одно весомое достоинство программы. Плюс доступность. Стоимость 1 квадратного метра в среднем составляет 35 тысяч рублей, под 7% годовых. Успех программы – это огромная заслуга крупнейших компаний республики, которые вносят самый большой вклад в ее финансирование. Более 1800 компаний, которые участвуют в финансировании, вкладывают деньги и получают жилье. Татнефть, это безусловно. Они очень шикарно работают. Мы с Таифом буквально за последние 2 года провели такую кампанию, которая, кроме того, что вот Таиф платит и получает 45%, кроме того, они еще на 4000 квартир дополнительно открыли и дополнительно платили деньги. И там не 45%, они 100% платят деньги. Они практически решили жилищную проблему на данный период. По масштабам, самый грандиозный соципотечный микрорайон – это Салават-Купыры в Казани. Еще 9 домов, которые в очереди на заселение, на сдачу, они все идет по графику. В среду в Салават-Купыры стало на 425 семей больше. Сдан очередной дом. По прогнозам Министерства строительства, в начале следующего года можно будет с уверенностью говорить, что первая очередь состоялась. Будут введены все 22 дома. Что вас беспокоит? Это первый вопрос, который задает участковый терапевт Лилия Исхакова пациентам. Молодой специалист в 16-й поликлинике работает уже 4 года. В Салават-Купыры квартиру получила по гранту для медработников в 2016 году. Мы проживали в общежитии в Московском районе. Была маленькая комнатка, 18 квадратных метров. Но сейчас у нас двухкомнатная квартира с 65 квадратных метров. Отдельная комната для ребенка, свой зал, своя большая кухня, как я и мечтала.
На старой квартире в общежитии соседи устраивали порой гулянки. Теперь проблем нет. Почти весь дом – семьи с маленькими детьми. На старой квартире и детская площадка была невзрачная, да и машины на ней ставили. А здесь, отмечает Лилия, красота и свежий воздух. Просим поставить диагноз, какие болезненные моменты существуют, которые необходимо, что называется, вылечить. Пробки, конечно, сейчас есть, потому что у нас в Салават-Купере сдаются новые дома. Вроде всем охота на своей машине поездить. Не хватает, конечно, садика. У нас главный вопрос с садиком. Садиков работает 2, но они все переполненные. Мы вас не просто слышим, мы уже приняли эти решения. Руку на пульсе держит руководство Казани. Ильсур Медшин проводит очередную встречу с жителями Салават-Купере. Вопросы по инфраструктуре есть. Мы рассматривали расширение Осиновской. Мы написали на имя президента, ждем сейчас решения. Это первая часть. Вторая, это дорога-дублер, она чуть больше 120 миллионов выходит. Тоже проектированием занимается по поручению президента, и надеемся, что на следующий год вот это решение будет. Что касается детской поликлиники, то, что вопрос вы поднимали, мы решение с ГЖФ найдено, да, по помещению. Они, надеемся, что в следующем полугодии. А пока для удобства жителей на этой неделе запустили новый бесплатный автобусный маршрут до поликлиники в Юдино. Сдача новой школы в Салават-Купере запланирована на 1 сентября 2018 года. Согласно проекту застройки будет построено 12 детских садов. Будет и 11 фитнес-клубов и собственный культурно-развлекательный центр. Вся мебель, это все было уже. Вот мы заехали, заезжай и живи, что называется. Мечты сбываются. И в завершении еще об одной уникальной программе. Мы в Верхнем Услоне в гостях у Аиды Халиковой. В этом новом доме с видом на Волгу живут 12 молодых специалистов с семьями. Построили его по программе арендного жилья. Это выход, когда в район нужно привлечь специалиста, когда существует кадровый голод. Аида переехала под Новый год 31 декабря из Казани. С января возглавляет станцию юных туристов. Под ее началом работает 12 человек. В школах и детских садах появились кружки туристско-краеведческой направленности. Условия, конечно, шикарные. Слов нет. Отдельная квартира – это много говорит, тем более с маленьким ребенком. В коммунальной квартире там ведь сами понимаете. Отдельная комната, кухня общая, санузлы, ванная общая, коридор общий. Примерно такого размера, наверное, комната у меня была. Всего по программе арендного жилья в районах Татарстана построено порядка 40 домов. Интересуемся у Талгата Абдуллина, какие перспективы у программ соципотеки и арендного жилья. Когда у Путина спросили, может ли женщина быть президентом России, он сказал, в России все может быть. Здесь тоже, здесь все может быть. Но эта программа останется. Программа, если не в памяти, то точно останется. Сергей Темляков, Тимур Бекмурзин, Хамид Шамсеев и Андрей Мохов. 7 дней. В начале нашей программы мы уже вспоминали лихие 90-е. Тогда в республике обострились не только национальные проблемы. На фоне ослабления государственных институтов подняла голову преступность. Слава Богу, слава Аллаху, нынешнее поколение молодых людей не знает, как в Казани и в Татарстане уличные банды буквально делили асфальт и крышевали не просто мелкие магазины, ларьки, рынки, но и крупные промышленные предприятия. Здесь действительно гордиться нечем. Гордиться нам можно тем, что в начале нулевых татарстанское МВД, возглавляемое Азгатом Сафаровым и Ринатом Тимирзяновым, сломало хребет организованной преступности в республике. Лидеры ОПГ и уличных банд получили реальные длительные сроки и отправились в места не столь отдаленные. Но прошли годы, отцы-основатели казанских ОПГ стали возвращаться домой, да и смена уже подросла. Конечно, сегодня и речи быть не может о возрождении преступности в республике а-ля 90-е. Но, как считает министр внутренних дел по республике Татарстан Артем Хохорин, нейтрализовать в зародыше все эти новые ростки бандитизма – задача наиважнейшая и первоочередная для татарстанской полиции. Светлана Спирина о новых громких задержаниях и о том, как МВД вышло на тропу войны с последователями казанских преступных группировок. Полицейские берут квартиру штурмом. Так проходит задержание 32-летнего Артема Горбачева. По нашим источникам, именно он лидер организованной преступной группировки «Новотатарские». Судим 6 раз. Криминальный почерк новотатарских – классический привет из 90-х – крышевание малого бизнеса.
ты коммерсант, здесь работаешь и должен платить нам дань. И мы здесь зажгем и сломаем вас, тебя и твоего сына, сыновей. И как бы подумай хорошенько, то, что это наша территория, мы здесь кровь приливали. Кровь действительно проливали в 90-х, когда группировка терроризировала предпринимателей Приволжского района и жестоко расправлялась со своими конкурентами из банды «Тракторовские». Тогда на скамье подсудимых оказались 7 из преступного формирования «Центровские», что были в составе новотатарки, скажем так, дочернее подразделение. Все они отправились за решетку на длительные сроки. Лидер приговорен к пожизненному лишению свободы. Мрази, не разевайте рты! Мрази, не разевайте рты! Я Б, это мы, пацаны новотатаровской братвы. У ОПГ «Новотатарский» есть свой гимн. Из 1100 просмотров на YouTube ни одного лайка, не хайп. Музыкальные вкусы интернет-аудитория не оценила. Криминальные же таланты скоро оценит суд. По подозрению в совершении этих преступлений сотрудники подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД Татарстана задержали 7 жителей Казани, являющихся участниками криминальной группировки «Новотатарская». У подозреваемых было изъято травматическое оружие со спильными номерами, электрошокеры, кастеты, ножи. Все та же традиция 90-х. Название группировок исходит из географических позиций. Новотатарский из Новой Татарской Слободы, одной из исторических частей в центре Казани. Соседняя Старотатарская Слобода, а точнее улица Тукая, прочно укрепилась в названии группировки «Тукаевские». Лидеры, авторитеты и той, и другой группировки были задержаны недавно, с разницей в 2-3 недели. Можно ли сегодня говорить о второй волне казанского феномена? Я не думаю, что будет вторая какая-то волна. Мы не будем вспоминать 85-й год, когда был тяп-ляп, не будем вспоминать время начала 90-х. Да, мы имеем определенное наследство в нашей республике. Да, у нас существует определенное формирование. Есть молодежь, которая пытается придерживаться старых традиций, следовать примеру своих отцов, старших братьев, которые, в принципе, уже одумались и встали на нужный путь, а здесь молодежь еще как-то пытается играть. Игры с законом порою продолжают родственники. Так, один из активных участников Тукаевских сегодня – сын убитого в 93-м году в Москве лидера ОПФ по прозвищу Гитлер. По нашим данным, сына свои называют Гитлер-младший. Тукаевские – одна из старейших группировок в Казани. И вот очередное задержание. В ходе следствия установлено, что обвиняемые вымогали до 50 тысяч рублей у предпринимателей, что ведут бизнес на подконтрольной им территории. Всех потерпевших от действий задержанных следователи просят обращаться в полицию. Не раз я слышал от наших оппонентов, что убивать сейчас не модно, за это слишком долго сидеть. Сейчас совершаются такие преступления, как мошенничество, кража, вымогательство. Общая тенденция такова, что бьются авторитеты сегодня не за идею и, как говорится, не делят асфальт. Отличие банд 90-х от современных – это криминальный бизнес и только бизнес. Экономические преступления – одни из самых сложных в сборе доказательной базы. Еще один эпизод по Тукаевским, по нашим данным, это организация незаконной миграции. Создавались фирмы-однодневки, в которых регистрировались трудовые мигранты. По поддельным договорам в страну въехали почти 900 человек. Установлено, что все потерпевшие дали деньги в долг руководителю одной из строительных компаний под залог квартир в строящихся домах. Подозреваемый обещал вернуть долги с процентами после продажи недвижимости. Обязательства их он не выполнил и скрылся. Руководитель строительной компании Марат Батыршин из неофициальных источников – один из тех самых тукаевских. Сегодня он объявлен в розыск. МВД Татарстана подозревает его в хищении путем мошенничества более 53 миллионов рублей. Чтобы собрать доказательства в отношении организованной группы, банды или преступного сообщества, действительно уходит очень большое количество времени. Последние разработки, они были начаты в начале 16-го, наверное, года. И только сейчас вот мы приблизились к логическому завершению. Ну, приблизительно вот в этом месте. Разбой с применением огнестрельного оружия. Участники банды Урматского, что филиал банды Советского района. По данным МВД, держали в страхе сотрудников ломбардов, ювелирных и продуктовых магазинов, букмекерских контор. В отличие от музыкальных новотатарских, участники этой группировки отличались мастерством актерским. В этих же целях они пытались менять декорации, применяя то карнавальные маски, то медицинские антисептические, то нанося театральный грим.
7 участников группировки задержаны, ущерб по уголовным делам более 3,5 миллионов рублей. Сегодня они обвиняются в совершении 11 разбойных нападений, кражах, бандитизме и хранении огнестрельного оружия. В ответ на многочисленные жалобы подозреваемых в надзорные органы уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос» возбудили в отношении их же самих. В октябре 58 томов уголовного дела направлены в Верховный суд Татарстана. По нашим данным, лидер банды Урматский вместе с Артемом Горбачевым из Новотатарских в свое время вместе находились в колонии для малолетних преступников. Оказавшись на свободе, возглавили организованное преступное формирование, что работали по всем канонам 90-х. Тукаевским у нас вот пример есть. Двое молодых людей пытались выйти из состава группировки, и к ним были применены самые жестокие меры. Их удерживали в квартире, избивали, пытали утюгом. От них нельзя уйти просто так. Возраст подозреваемых, как правило, от 25 до 32 лет. Фактически они родились в пору казанского феномена и пытались продолжить эти традиции, сохранив бренд 90-х. Наша задача сейчас удержать под контролем ситуацию криминогенную в городе Казани, в республике в целом, не допустить повторения 90-х, выбить из-под лидеров авторитетов уголовно-преступной среды именно молодежь. Вероятнее всего, все ныне задержанные пройдут один путь с группировкой «Каспийские», дочкой банды Советского района. 2 года назад ее участники получили реальные сроки лишения свободы. Впрочем, тут уместно вновь вспомнить казанский феномен. Точнее, сотни тех, кто пытался войти в историю, но стал лишь очередным заключенным под присвоенным номером. Светлана Спирина, Хамид Шамсеев, 7 дней. Не надо думать, что запугивание мелких торговцев и грабежи букмекерских контор, мошенничество в разных форматах – это мелкие эпизоды из криминальной хроники. Из таких мелочей в том числе складывается инвестиционный и деловой климат в республике. Но, как показывает практика, тема это более многогранная, если хотите, многофакторная. Как быть, к примеру, со случаями банкротства компаний? Чья здесь вина? А что, если причина банкротства – это хронические неплатежи и долги, в которые вгоняют малый бизнес его недобросовестные заказчики? Случай-то вполне себе типичный. Предприниматель нанимается на работу по подряду у вроде бы серьезной конторы, которая получает солидный заказ, скажем, на строительство домов. Предприниматель свою часть работы делает, а деньги ему за это не платят. И возникает классический спор хозяйствующих субъектов. Но тут выясняется еще один любопытный момент. Случаев таких в целом по республике хоть пруд пруди, а у таких недобросовестных заказчиков довольно часто есть весьма серьезные покровители в высоких кабинетах. Эльзира Юзаева с подробностями. На 16-й этаж пешком, с ведрами там, с водой, мусор вниз, мешками. Работа хоть и пыльная, зато деньги живые. А это для самозанятых деревенских жителей, не чурающихся самого тяжелого труда, важный аргумент. Семья Хайрулиных из села Мемдель Высокогорского района за соблазнительную шабашку в Казани взялась с особым энтузиазмом. За несколько месяцев нужно было вычистить от строительного мусора квартиры, подъезды нового соципотечного дома. Хайрулины свое обязательство выполнили сполна. А вот для нанявшего их бригадира слова «честность» и «порядочность» оказались пустым звуком. Дома, как и положено, с помпой сдали, а денег за свой тяжелый труд Хайрулины так и не увидели. У них один ответ. Мы все уволились, все. Мы там уже не работаем. Вот главный инженер там сказал, прораб один так сказал. Все, я там уже не работаю. Это уже не мои проблемы. Деревенского жителя каждый может обидеть, юридически неподкованного и, как правило, не знающего о своих правах. Кто-то может сказать, что виной тому их доверчивость и наивность. В отношениях с работодателем нужно опираться на договорные обязательства, закрепленные документально. Без бумажки, как говорится, ты букашка. Но, как показывает практика, в России зачастую даже не то, чтобы честное слово и бумага не всегда спасает. Согласно рейтингу деловой активности, Тюльчинский район занимает первое место в Татарстане. А это значит, что именно в этом районе созданы все условия для развития малого и среднего бизнеса в том числе. И в этом вряд ли можно усомниться. Именно в Тюльчинский район приезжают строительные бригады со всех концов Татарстана. Из Арска, из Кугмар, из Балтасей, из Казани. Здесь когда-то работали даже московские фирмы по поставке оборудования. Работали, они работают. Пока, как говорится, жадность фраера не сгубила.
Одно только название предпринимателей. Все эти люди живут и работают в сельской местности. Они не крутые бизнесмены, не денежные воротилы. Живут на то, что могут заработать, как говорится, своим горбом. Для многих из них выйти вот так из тени и рассказать о своей проблеме – это уже подвиг. Тюлячи – это, как говорят здесь, большая деревня. И такой вот подвиг, по сути, может тебе обернуться большими неприятностями. Потому долгие годы предприниматели, работающие в Тюлячах, замалчивали о проблеме, которая с каждым годом нарастала, как снежный ком. Вот через месяц, да, через 1,5-3 месяца, вот каждый раз аванс чуть-чуть перечислял и так набирался. В итоге какой общий долг? 1 128 000. Выполнял укладку трубопровода, канализация, водопроводы. Ну, я как индивидуальное лицо работал. И общий долг у меня собрался 1 370 000. В 2014 году поставлял железобетонные изделия, то есть конкретно кольца, для очистных сооружений Тюлячинского района на сумму 996 000 у меня с копейками. То есть договора, накладные, акты сверки, все есть. Только по самым скромным подсчетам обманутыми оказались несколько десятков человек на несколько миллионов рублей. Многие из них брали кредиты, теперь оказались сами в долговой яме. Нанимали бригады рабочих из деревень, с которыми не могут расплатиться сами. Вся бригада, которая работала, сейчас меня просит деньги. Это сколько человек у вас в бригаде? Изначально было 9 человек. Из них даже 2 уже умерли. Мы простые рабочие, строители, да. У нас долг 360 000. Мы год назад, мы строили манеж, 3 месяца работали мы. Ну, обещает, даю. Летом встречались. Да, после Сабантуи сказал. Завтра. Да, после Сабантуи тоже уж трубку не беру. Эта история длится уже не первый год. Фирма «Строитель» в Тюлячах весьма известная, можно сказать, одна из крупнейших. Практически все государственные заказы на строительство социально важных объектов проходили через эту компанию. Объектов этих в Тюлячах немало. Это и клубы в деревнях, и дома для ветеранов, и строительство жилья по социальному найму, спортивные и культурные. Но за какой бы объект ни бралась фирма, за ней тянется шлейф из обманутых поставщиков и субподрядчиков. Схема была проста. Вы делаете работу сегодня, завтра заплатим. И такими обещаниями руководство компании несколько лет кормило предпринимателей из Арска, Кукмара и даже Казани. У нас договоренность такая была, то есть мы определенными партиями поставляем, и они сразу же после этого рассчитываются. Ну, обещали, что в течение месяца будет происходить расчет. Вот еще один пострадавший. Еще в 2015 году Казанский завод железобетонных изделий получил, казалось бы, серьезный заказ от серьезных людей на поставку материалов в районный центр Тюлячи для строительства домов для ветеранов. В какой-то момент фирма-заказчик-строитель перестала перечислять поставщикам деньги. В итоге образовался внушительный долг свыше 1,5 миллиона рублей. Тот все время ссылался на то, что не оплачивают, из бюджета республики, жилищный фонд и инвестиционное управление Республики Татарстан. Я, в свою очередь, эту информацию проверил, то есть мне сказали, что мы все четко рассчитываемся, там проблем с оплатой нет никаких. Но ни суд, ни арбитражный управляющий оказались не в силах воздействовать на должника. Чтобы кредиторы по закону могли получить доступ к финансовым потокам компании «Строитель», пришлось применить даже процедуру банкротства. Во время этой операции вскрылись весьма интересные факты. Несмотря на все отговорки руководства фирмы «Строитель» о задержках выплат со стороны государства, весь 2015 год фирма на свой расчетный счет исправно получала деньги от Министерства финансов Татарстана. Вот, к примеру, один из графиков перечисления на счет компании. 20 миллионов рублей на строительство только одного объекта – дома для ветеранов. А это выписка уже расходов. Свыше 11 миллионов рублей «Строитель» в том же 2015 году снимает со своего расчетного счета на якобы хозяйственные нужды. Еще часть денег уходит в пользу неких фирм – «Цереком», управляющая компания и «Глория» в качестве беспроцентного займа в том числе. В то время, когда деньги приходили к ним от заказчиков, когда они должны были рассчитываться с поставщиками и с подрядчиками, в это время деньги выводились с расчетного счета этой организации. Наше знакомство в Тюлячах с учредителем фирмы «Строитель» Халилом Хасаншиным не состоялось ввиду его скоротечного бегства при виде камеры. Вот он уезжает в кабине трактора. Несмотря на многомиллионные долги и подпорченную деловую репутацию, руководитель фирмы в районе ни от кого не скрывается, разве что от нас. Занимается благоустройством территории, то есть по-прежнему осваивает бюджетные средства.
Да, у них поддержка, это явная поддержка, потому что ну, там есть все факты же налицо, что вот мошенничество, тем более столько людей же не будут просто так клеветать, да, там, просто потому что он не понравился. Это же вот реально есть люди же. Мы в милицию писали, отказ дали 2-3 раза уже. Его действия состава преступления нету. Состава преступления нет? Да. Но как вы сами считаете? Ну, это же мошенничество. Но фирме пока все сходит с рук. Предприниматели уверены, что в этой ситуации не обошлось без покровительства, как говорится, сверху. Тем более прослеживается аффилированность этой компании с руководством района. Хоть не явная, но косвенная уж точно. Эту горе-компанию еще в 2011 году создал Рустем Нуруллин, ныне руководитель исполкома Тюльчинского района. Сегодня он отвечает за инфраструктурное развитие, и в зоне его ответственности как раз и находится весь строительный сектор. То есть все заказы на гособъекты фирма получала, очевидно, уж не без его ведома. Многие предприниматели соглашались работать со строителем без предварительной оплаты только после заверения руководства района в надежности фирмы. Просил, можно сказать, умолял. У нас вот срочная сдача, вот сейчас вот сдадим, деньги оплатим. И плюс в догрузку им еще тогда дал 200 на 300, наверное, сантехники выручил. Они, спасибо, все в Тюльчах довольны, там звонили у меня оттуда. А теперь вопрос на засыпку. Кому стоит доверять? Безызвестному бригадиру, который тебя нанимает на работу без договора, или же якобы авторитетному человеку, готовому подписать любые документы, а затем обмануть, не моргнув глазом? Предприниматели, работающие в Тюльчах, вам скажут точно, что доверять нельзя никому, и у них на это есть масса причин. Ильзира Юзаева, Роман Безменов и Андрей Мохов. 7 дней. Где искать правду предпринимателям в подобных ситуациях? Помимо того, что нужно, конечно, обращаться и в прокуратуру, и в суд, если потребуется. Есть еще служба уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей. Команда Тимура Нугуманова в последнее время работает весьма эффективно. Но бывают такие случаи, в которых очень сложно разобраться. Поэтому здесь, как в медицине, профилактика всегда дешевле лечения самой болезни. Какие профилактические меры есть сегодня у бизнеса? Прежде всего, это возможность для объединения в различные союзы, отраслевые организации. Не верьте горлопанам и различным диванным критикам, которые утверждают, что все это бесполезные инструменты, власть их не замечает, и эффекта от таких объединений ноль. Эффект есть. И есть союзы, которые зарекомендовали себя как очень сильные лоббисты интересов того же малого бизнеса. На этой неделе 25-летие со дня основания отметила Торгово-промышленная палата Татарстана. С юбилеем самое авторитетное объединение предпринимателей в республике поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов и президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Орденом за заслуги перед Республикой Татарстан наградили руководителя нашей палаты Шамиля Агеева. Шамиль Рахимович умеет работать со всеми, и с республикой, и с федералами, и с другими странами. Все наши поездки, все наши встречи, Шамиль Рахимович с нами, очень авторитетный на самом деле. И благодаря вот его качествам, деловым, лидерским, человеческим, мы имеем много партнеров. Шамиль Рахимович, sizga рахмат. Келешекте да шулай хизмәтегез матур булсын. Аплодисменты. Если честно, тот факт, что предприниматели, люди, умеющие созидать, сегодня не слишком активны на политическом фронте, меня очень огорчает. Посмотрите, что сейчас творится в связи с приближающейся кампанией по выборам президента страны. Кто выдвигается в кандидаты на высший должностной пост в России? Ведь это же смеху подобно. Серьезных политиков, общественных деятелей, бизнесменов на политической авансцене пока не очень видно. На нее пытаются взобраться даже не артисты, а какие-то, изо всех сил хочу остаться корректным, представители шоу-бизнеса с непонятной репутацией. Кто-то скажет, это демократия. К тому же мы через это уже проходили. Был же у нас, кто помнит, и охранник Жириновского, кандидат в президенты страны. Но мне лично этот политический балаган как-то не по душе. Я всегда с интересом следил за политическими ток-шоу, отслеживал их даже с профессиональной точки зрения. А сегодня с удивлением переключаю каналы. А там вперемешку с бесконечными обсуждениями проблем Украины и Донбасса, секс-скандалы и какие-то опереточные политики, которые серьезную выборную кампанию превращают в фарс. О политическом балагане Ринат Ахмедзянов.
О приближении президентских выборов, как и о грядущей смене погоды, можно узнать по некоторым приметам. До официального старта главного политического спектакля, начала процесса регистрации еще далеко, но действующие лица и исполнители роли кандидатов уже определились. Наступает сезон охоты за голосами избирателей. Власть советам, земля крестьянам, хлеб голодным. За месяц до официального запуска президентской кампании наблюдается некоторая активность политических партий и движений. Показательные выступления, агитпоезда, автопробеги, митинги и обязательная предвыборная риторика. Как и большевики 100 лет назад, КПРФ предлагает сегодня стратегию спасения. Лидеров оппозиционной фронты, назвать их фронтом как-то язык не поворачивается, абсолютно не беспокоит перспектива оказаться в проигрыше. От выборов к выборам они с упорством проявляют политическую активность. Конфликтный фон в межвыборное время направлен в основном друг на друга. К коммунистам вы как относитесь? Иногда мы с ним сотрудничаем, но очень редко. К сожалению, они отстаивают феодальный строй в нашей стране. Все коммунисты России – это все выходцы из КПРФ, не согласные с политикой Зюганова. Вы не могли бы все объединиться, а? На сегодняшний день нет. Пока будет лидер Зюганов, мы не сможем объединиться. Если Зюганов уйдет с поста своего, то, возможно, и объединимся еще. Особенность этой предвыборной кампании – заявление о намерении баллотироваться в президенты следует одно за другим. Разместил в сети ролик, и ты уже почти кандидат. Без политической программы, без шансов, без вариантов. Критерием оценки здесь служат лайки, суммарное количество которых, видимо, и определяет уровень поддержки электората. Меня зовут Ксения Собчак. Мне 36 лет. И как любой другой гражданин России, я теперь имею право баллотироваться в президенты. Я решила воспользоваться этим правом. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Гордон, мне 37 лет. И я решила воспользоваться своим правом и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Я думаю, что участие женщины в выборах президента – это огромный шаг вперед, потому что если мы говорим о том, что Россия все больше входит в мировой тренд, то участие женщины в политике тоже является одним из главных моментов сегодняшнего дня. Молодые матери Ксения Собчак и ее заклятая подруга, юрист Екатерина Гордон, лидер партии «Женский диалог» Елена Семерякова, а также многодетная мать и общественница Ирина Волынец, одна вслед за другой заявили о намерении баллотироваться в президенты, что в свою очередь породило вирусный эффект. Их примеру последовали другие, более-менее публичные и одиозные личности, доведя ситуацию до фарса. В связи с последними событиями я тоже решила не оставаться в стороне и хочу выдвинуть свою кандидатуру на роль президента. От фракции «Колоритная Россия». Колоритная. Ну, не без этого. Поэтому я за всех, за смех. Ну и третья за родителей. Третья за родителей. То, что сегодня происходит, опять-таки, да, нам показывает... какие-то заслуженные дочери, заслуженные матери, они выдвигаются в политику, да, ну, заслуженные в кавычках, я говорю, да, но это тоже неправильно, да, мы должны понимать, что есть действительно много достойных, наверное, кандидатов женщин, и коня на скаку остановят, в горящую избу, за которыми уже много дел реальных помощи людям, но не таких почему-то у нас предлагают выдвигать кандидаты. Ну, Ксения Собчак, то, что самое обсуждаемое сегодня и самый спорный момент, да, поклонников много, и в Инстаграме много, и люди, которые... подписчики. И вы знаете, я даже видела залы, которые она собирает, то есть молодые девочки, поклонницы, платят деньги за то, чтобы ее увидеть живую, но там содержания нет. Она не организатор, она не политик, она шоумен. И превращать выборы, ну, вот в это шоу, ну, я считаю, это непорядочно. Она просто политический провокатор. Собчак – это шоуменша. А Владимир Вольфович, он не шоумен. Он не шоумен. Он человек, который, между прочим, вот книги, которые пишут, он является доктором наук. Давайте будем считать, что это случайность. Это, ну, просто вот так вот все эти девушки начали там скопом выдвигаться. Но это же все равно работает на формирование ощущения, что выборы
это не выборы, а какой-то балаган. Да? И если вставать на конспирологическую точку зрения, то это, конечно, происки врагов России. Технологии, конечно, да. Думаю, будет достаточно большое количество сюрпризов в этом избирательном цикле. Вы хотите сказать, что будет весело? Девушки нам не дают возможность выбора. Они нам предлагают шоу, и мы, как избиратели, вынуждены будем это шоу смотреть. Шоу продолжится в декабре, и только в том случае, если каждый кандидат-самовыдвиженец представит свою поддержку 300 тысяч подписей избирателей не менее чем из 40 регионов страны и 100 тысяч региональных голосов от политических партий. А вот с этим могут возникнуть большие проблемы. Ренат Ахмедянов, Хамид Шамсеев, Андрей Мохов, Роман Безменов. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Я считаю, что Муслюмова совершенно не случайно получила звание самого благоустроенного сельского населенного пункта России. Среда обитания городов и сел республики. Та, которую мы хотим видеть. Каждый пятый объект в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Татарстане работает на основе государственно-частного партнерства. Об этом в понедельник заявил президент республики Рустам Минниханов. Он принял участие в первом форуме Приволжского федерального округа по ГЧП. Рустам Минниханов отметил, мероприятие даст новые импульсы к развитию ГЧП в регионах. Выработанные по итогам форума тезисы послужат развитию и будут учтены при разработке федеральных программ. Во вторник председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаммедшин дал старт проекту «Политзавод-2018». Более 900 участников со всех районов республики, а также из 17 регионов России презентуют свои идеи и наработки депутатам. До финала дойдут лишь 10. У лучших из лучших будет возможность поработать в органах госвласти. В пятницу Рустам Минниханов находился с рабочей поездкой в одной из самых многонаселенных и богатых провинций Китая – Шаньдун. На встрече с руководством провинции президент обсудил дальнейшие шаги по развитию межрегионального сотрудничества. Также Рустам Минниханов посетил производственные площадки компании Войша Пауэр. Это крупнейшая машиностроительная корпорация Китая, является одним из признанных мировых лидеров в производстве двигателей, электрогенераторов, колесных транспортных средств и автомобильных компонентов. В пятницу в аэропорту Казани состоялся траурный митинг в память о жертвах крушения самолета Boeing 737. В мероприятии принял участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Напомню, трагедия произошла 17 ноября 2013 года. Авиалайнер Boeing, выполнявший рейс по маршруту Москва-Казань, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Казани. Погибли все находящиеся на борту 50 человек, 44 пассажира и 6 членов экипажа. Мы продолжаем программу «7 дней». Орден Дуслык вручил на этой неделе президент Республики Татарстан Рустам Минниханов генеральному директору ОАО «Таиф» Альберту Шигабуддинову. Отметим, что эта государственная награда Орден Дуслык, Орден Дружбы, учреждена в апреле 2015 года. Этим орденом награждаются за особые заслуги в укреплении международного авторитета Республики Татарстан, дружбы и сотрудничества между Республикой Татарстан и иностранными государствами, другими субъектами Российской Федерации, за значительный вклад в развитие экономических, торговых, научных, технических, социальных, культурных связей и промышленного потенциала, эффективной инвестиционной, благотворительной и общественной деятельности, способствующих процветанию Республики Татарстан. Кстати, орденом Дуслык ранее были награждены такие известные люди, как президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, государственный советник Татарстана Ментимир Шаймиев, величайший композитор современности Софья Губайдуллина, герой Советского Союза, ветеран войны Борис Кузнецов. Подробности от Тимура Бекмурзина. Таиф Ашик акционер является генеральный директор Шигабуддинов Альберт Кашапула, Дуслык орденом награжден. Детство Альберта Шигабуддинова прошло в Дрожжановском районе Татарстана, и это было детство обычного деревенского мальчишки. С типичными для того времени увлечениями – хоккей, лыжи, заботы по хозяйству. Смекалистый парень отлично успевал в школе, любил математику и радиодело. Эти навыки Альберту пригодились в институте.
В Казанском авиационном он был лидером факультета. Кружки, дружина, комсомол, стройотряд. Альберт, он, я бы сказал, уникальный человек. Я вот, если говорю уникальный, это значит уже концентрированный как бы образ этого человека. Сходу вот поговорив с ним, значит, понаблюдав за ним, к этому выводу, наверное, не придешь. Это, для этого надо было дело иметь все эти годы. Ну, парень от земли, Дрожжановский район. Дрожжановский район, значит, ну, как говорится, даже в школе, когда учился, уже начал заниматься бизнесом. Заложено. И потом поступать в КАИ, и радиоэлектроникой, сложнейший факультет вообще, и вчера, и сегодня, и успешно закончив, ну дано чувствовать человеку. Конец 80-х, начало 90-х, начало кооперативного движения в тогда еще Советском Союзе. Среди пионеров частного предпринимательства и Альберт Шагабутдинов. Стартового капитала и связи не хватало, поэтому главной движущей силой для начинающего предпринимателя стали упорство, настойчивость, основным активом природная смекалка, знание, способность к обучению. В середине 90-х Шагабутдинов, как бизнесмен, готов к большим делам. Вместе со своими партнерами Рустемом Сультеевым, Гузелей Сафиной и Александром Фридманом на базе внешнеторгового научно-производственного объединения «Казань» создает УАО «Таиф». Добро на переустройство дал первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Таиф, он появился не сразу. Это была группа таких предприимчивых молодых людей, которые вошли в этот рынок, нашли иностранного партнера, научились вести хозяйство в рыночных условиях. Тогда они уже подписали свои соглашения часовые, и началась работа с привлечением иностранных инвестиций. Тогда каких-либо, чтобы инвестиций можно было заполучить где-либо без их участия, без совместной работы с этими компаниями, пожалуй, скорее всего, и невозможно было бы. И отсюда и началось, конечно, развитие. И потом много тут сопутствующих по жизни факторов. Эта компания очень сильно начала развиваться. Вообще, я должен сказать, сейчас уже с полной уверенностью Таиф с первых дней умеет работать финансами. Мне доставляет огромное удовольствие выразить свое отношение к этому человеку в его юбилейные дни. Он отмечает юбилей свой. Он создал крупнейшую организацию, компанию «Таиф», которая сегодня вышла на колоссальные рубежи, объемы производства различной продукции нефтехимической, и в этом его огромная заслуга. Это человек, который неравнодушен в республике ни к чему. Он очень человеколюбивый, откликается на обращения, нужды людей. Я бы пожелал ему большого семейного счастья, здоровья и благополучия, успехов в его компании, на радость и в пользу в целом нашей республики, да я бы сказал и нашего государства. Середина 90-х для Таифа – период становления и одновременно амбициозного роста. Помимо инвестиционной деятельности в сферу интересов Шагабутдинова и компании попадают нефтехимия, нефтепереработка, телекоммуникационный бизнес, строительство. А в нулевые годы и банковский сектор. Они приобрели банк «Аверс», который, можно считать, был банкротом.
И они сделали сейчас, можно считать, супербанк в Татарстане. Я очень доволен тогда, как был председатель банка, что у нас такое творение было, как Аверс. И здесь, конечно, заслуга Альберта Кашаповича, за что он не берется, новые технологии, переработка там нефти, там его арсинтез, и все, химия, вся нефть практически это его сейчас дети. Нижнекамск, Нефтехим сегодня их как бы дочерние предприятия, оно спонсирует Уникс нас. В середине нулевых Таиф наращивает обороты. На новый технологический уровень выходят ведущие предприятия группы. Таиф НК, Нижнекамск, Нефтехим. Программа модернизации действует и на Казань-Оргсинтезе. Неожиданные коррективы в планы компании внес финансовый кризис 2008 года. Этот период стал одним из самых сложных в карьере Альберта Шагабутдинова. Мало кто об этом говорит, и мы когда и доказывали свою правоту, ряд компаний попались в этот условие дефолта, значит, действительно тяжелое положение, у них и так концы с концами сложно сводили. Но Оргсинтез попал в эту ситуацию из-за своей хорошей работы. Как ни странно, из-за своей хорошей работы. Потому что, о чем вот я говорил, Оргсинтез привлек очень много кредитов. Кредиты под свою реконструкцию с новыми технологиями. Работа шла нормально. Но кредитов было получено много. Это было стечение обстоятельств. Оргсинтез провел мощнейшую модернизацию. Полностью обновил основные фонды. Построил новые производства, которые выпускают уникальную продукцию импортозамещения, которой вообще в нашей стране не было. И в один момент страна в 2008 году оказалась в кризисе. Наши банки оказались в кризисе. И наш президент Ментимир Шарипович тогда как бы провел очень большую серьезную работу, отстоял эту задачу. В решении этой проблемы, конечно же, окончательное слово было за Владимиром Владимировичем Путиным, который как бы четко определил провести реструктуризацию, и через год-полтора это предприятие соответствовало всем ковенантам, никаких уже проблем не было, и все мы улыбались. Я бы не назвал его авторитарным именно руководителем, но он жесткий руководитель. Несмотря на свою жесткость, он умеет и хочет всегда вникать в проблемы, в личные проблемы людей. Я думаю, что у него все, что он задумал, получится обязательно. Самое главное – здоровье. Развитие группы Таиф сегодня идет опережающими темпами. Залог успеха – запас прочности, заложенный еще в прошлые годы, и профессионализм нынешних сотрудников. Среди перспективных направлений, помимо нефтехимии и нефтепереработки, энергетика. С 2010 года Таиф развивает собственную энергокомпанию. Планы у Альберта Шагабутдинова и Таифа, как всегда, грандиозны, и для руководства республики это уже давно неудивительно. Во всех проектах, которые в республике крупные социальные, универсиада прошла, значит, и первенство по водным видам спорта, и тем более они спонсоры еще команда «Рубин» по футболу. Они социально ориентированные, значит, частно-государственная эта компания. Поэтому они выполняют свое, я считаю, что предназначение. Глядя на Альберта Кашаповича, я вспоминаю Казанский авиационный институт. Он отличный боец отряда был в Стрежевом. Отряд БКД. И тогда было оставить след на земле, оставить след в душах людей, проверить себя. И всей своей деятельностью Альберт всегда этим доказывает. Чтобы он сохранил свое бодрое здоровье, хорошее для дальнейших успехов фирмы Таиф. И второе, это те планы грандиозные, которые они сегодня уже совершили, и то, что им придется еще сделать. Высочайший профессионализм Альберта Кашаповича и человек с большой буквы, человек, который работает в интересах Татарстана, республики, и вообще он человек, я бы считал, мирового масштаба. Поэтому я бы сегодня пожелал бы ему крепкого здоровья, успехов.
Я думаю, что группа компаний ТАИФ не только для нашей республики, это крупнейшая нефтехимическая компания нашей страны. Задачи такие, что если нет движения вперед, значит, если ты стоишь на месте, ты уже отстаешь. Сегодня задачи реализовать вот эти наши большие планы, комплекс по переработке тяжелых остатков, которые уже мы начали реализовать. Это, конечно, очень амбициозная большая задача, большой проект. Пиролиз на 1 миллион тонн этилен и производные. Это, считай, второй Нижнекамск, нефтехим. Ну и, конечно же, расширение возможностей Казань Оргсинтез. На каждое предприятие группы есть четкая программа дальнейших наших действий. И мы, конечно же, поддерживаем эту программу. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов, Андрей Кузьмин и Андрей Мохов. 7 дней. В основе любого большого дела – личность, человек. Они творят историю, обеспечивают наше настоящее и будущее. Согласитесь, только незаурядные люди могли тогда, еще в 90-е, создать, сохранить и развить до нынешних масштабов такой холдинг, как ТАИФ. Бизнес с человеческим лицом, социально ориентированное предпринимательство, сила, дающая возможность совершать благие дела. Это суть работы компании ТАИФ. Сильная экономика Татарстана – это основа для многих культурных и социальных проектов, которые реализуются в нашей республике. К примеру, программа парков и скверов стала возможной в том числе благодаря поддержке и целевым взносам крупных компаний. В результате на глазах меняется наша среда обитания. Наши города и села становятся привлекательными для жизни людей. Михаил Любимов смог увидеть своими глазами, как это реализуется на практике. Не самая прекрасная погодка, не правда ли? И почему это они решили подводить итоги года и рассказывать о новых рукотворных красотах Татарстана вот в такую-то погоду, скажет нам зритель. Но дело-то в том, что мы ничего не решали, конечно. Ну, кого винить, если итоги года приходится подводить всегда почему-то зимой, и что между летними красочными гуляниями и не менее красочными новогодними гуляниями у нас вот эти 4 месяца абсолютного безвремени и абсолютной серости. Но ведь у нас с вами есть воображение, поэтому давайте для начала уберем вот эту меланхолическую музыку, попробуем поставить что-нибудь более жизнерадостное. Немного прибавим цветности нашей картинки, уже лучше, правда? И попробуем включить все наше воображение и представить себе, как вот эта территория, например, могла бы выглядеть летом. Впрочем, нам с вами и не потребуется какое-то особое воображение, чтобы и так увидеть очевидное. То, что еще недавно было очень трудно представимо в наших населенных пунктах, сегодня уже часть нашей реальности. Нечто подобное происходит сегодня и в Муслюмово, как будто кто-то добавил цветности, громкости всей этой территории. Последние 2 года Муслюмово в плане благоустройства просто как будто на каких-то стероидах. И, выражаясь современным языком, набирает все больше и большее количество просмотров, попутно заслуживая лайки уже на общероссийском уровне. Муслюмово в том числе возвращается и, как видите, в каменный век, но как красиво возвращается. Связь времен. Такова была концепция развития новой набережной села Муслюмово, отдельные детали, которые мы с вами уже успели оценить. Кому-то может показаться, что здесь слегка увлеклись этими перемещениями во времени, но у времен, как гласит концепция, есть эта связь. Тот каменный век, который был, так скажем, взят за основу, это вот кости шестисти носорогов, которые здесь когда-то ходили, шестисти носороги, когда-то ходили мамонты, были люди с палеолита. То есть мы находим места захоронений, которые были 2000 лет до нашей эры. То есть здесь люди жили. И почему бы и сейчас нам не жить? Поэтому вот в этой площадке мы как раз хотели показать, что это наше начало. И в то же время здесь есть такой умысел, что если мы не сохраним природу, мы можем вернуться в этот каменный век.
В целом же Муслюмово сегодня стрелою летит прочь от этого каменного века, в котором оно, строго-то говоря, пребывало еще совсем недавно, предоставляя своим аборигенам лишь самый необходимый набор мелочей для уюта, вроде крова над головой и какой-то возможности заработка. Сегодня в наборе мелочей появились еще более мелкие детали. Появилась еще и душа воспарила. 4,5 километра благоустроенной береговой линии, набережную реки Ик, мастерили 2 года, размышляя лишь о том, как это смотрится с суши, а не с воды. Поэтому вместо хрестоматийных, запакованных в гранит берегов, пасторальная парковая зона, прогулочные и велосипедные дорожки, детская зона и амфитеатр, идиллические смотровые площадки с качелями. Параллельно руслу реки протянулся и рукотворный канал, которые неутомимые муслюмовцы рыли буквально собственными руками, осознав по ходу дела всю поэзию происходящих перемен. Когда мы делали вторую часть, у нас уже не было такой нужды, необходимости уговаривать. То есть это уже люди шли просто с улиц, и пенсионеры, там, общество любителей йоги, там, другие. То есть очень много было людей, которые реально уже сами приходили на эту стройку. И наверное, во многом поэтому у вас, как нам сказали, отсутствует всякий вандализм на этой территории. Ничего поломанного, ни одной лавочки. Но это наша стройка. Это территория, которую Муслюмово сделали для муслюмовцев, для себя. Но так, можно образно сказать, что у вас в Муслюмово все течет, все изменяется. Движение жизни. Синдром однообразия. Им поражены сегодня почти все наши пока еще худо-бедно населенные пункты. Житель среднестатистического поселения, перебегающий из одного места, которое он может назвать своим, в другое, ему хоть сколько-нибудь родное, проносящийся сквозь эти ничейные, никчемные, никому не нужные огромные транзитные уличные территории, вряд ли способен выработать в себе какую-либо устойчивую привязанность даже к тому месту, где он был рожден. Поэтому в Муслюмово создают новые места, новые смыслы. Шикарная пешеходная улица Пушкина, улица, которая уже давно отряхнула с себя всех, кто способен превысить городской лимит скорости, в этом году приблизилась к абсолютному совершенству. На месте необходимой единицам парковки появилась необходимая всем остальным еще одна пешеходная зона. Это Сенной базар с арт-объектом в виде книги Тукая и ярмарочной площадкой с сувенирными лавками. Вот так, в том числе, тут и формируют привязанность жителей к своей земле. У нас новая тенденция, что перед каждым офисным зданием не парковка, а скверик. То есть это вот практически все новые площадки мы сейчас так и делаем. То есть парковки и все остальное мы убираем на задний план. Вообще мы стараемся делать так, чтобы людям было комфортно ходить пешком, ездить на велосипеде и ощущать себя жителем этой территории. То есть это город, это территория, это село для людей, а не для того, что обслуживать людей. То есть не для машин, не для что-то другого. То есть люди должны ощущать себя счастливыми. Я считаю, что Муслюмово совершенно не случайно получило звание самого благоустроенного сельского населенного пункта России. Я так вообще считаю, что он, в принципе, может претендовать на звание самого благоустроенного населенного пункта страны без каких-либо отсылок к размерам или численности населения. Не зря отмечен на федеральном уровне район. Я глубоко убеждена, что нужно привозить просто автобусами, самолетами глав населенных пунктов России всех учиться туда, в Муслюмово. И, безусловно, недаром. Не далее, как в начале ноября, Муслюмово получило статус самого благоустроенного села России. О, сколько нам открытий чудных готовит также этот год. Ведь мы только начинаем подводить итоги года экологии и общественных пространств. И на очереди у нас проект колоссальный. Концепция развития городского лесопарка «Лебяжье» в Казани. Проект неслыханный ни по замыслу, ни по реализации. Привлекший специалистов из самых разных областей, реализуемой группой компаний «Таиф». Это будет еще одна история о поисках утраченных сокровищ. Огромное спасибо, на самом деле, Казаньоргсинтезу и Таифу, потому что они дали нам возможность восстановить озера. У меня есть абсолютное внутреннее ощущение, что это один из самых главных проектов за последние 3 года, и еще его предстоит, собственно, благоустройством заняться на будущий год. Но мне кажется, что ценность того, что Лебяжьи озера в Казани снова появились, она, конечно, гигантская. Ее сложно просто переоценить. Михаил Любимов, Хамид Шамсеев,
и Андрей Мохов. 7 дней. На этом у нас все. Барагызгада иңизге теләкләр. Встретимся через неделю на канале ТНВ. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ближайшие 7 дней. В студии Маргарита Павлушина. В предстоящей неделе в республике периодически будут наблюдаться осадки. Значительных похолоданий пока не ожидается. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке республики в первую половину недели будет преимущественно ясно. Средняя температура воздуха днем составит плюс 2 градуса. В пятницу температура понизится и ожидается снег. На северо-востоке республики в понедельник облачно плюс 1, во вторник ясно, около 0 градусов. В среду ожидаются осадки, ближе к выходным температура понизится и ожидается снег. В центральном районе республики будет пасмурно всю неделю. В понедельник ожидается снег, во вторник дождь. В выходных тоже не обойдется без осадков и немного похолодает. На юго-западе республики ожидается облачная погода, осадки будут наблюдаться почти каждый день. Если в первой половине недели температуры воздуха будут плюсовыми, то к выходным немного похолодает. На северо-западе республики, а также в столице Татарстана будет облачно всю неделю. Ожидаются осадки в виде дождя и снега. С понедельника по среду средняя температура воздуха днем составит плюс 2 градуса, а на выходных уже до минус 4. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый день на ТНВ. До свидания.